Всем привет, дорогие друзья! Это программа Тува Life Talk. Сегодня в студии нашего 108 канала, как он сам говорит, простой тувинский парень, но на самом-то деле не такой уж и простой. Ангырак Хавалык. Привет, Ангырак. Привет. Привет, Настя. Ангырак Хавалык – менеджер организации концертных мероприятий. Ангырак Викторович – общественник со школьных лет, родом из Дзюнхемческого района. После школы поступил в Восточно-Сибирскую государственную академию культуры и искусств в городе Улан-Удэ. Учился очно 5 лет. Был президентом Тувинского землячества. Внештатно работал в Комитете по делам молодежи и спорта Республики Бурятии. 2 года был членом молодежного парламента при Государственной Думе в Москве. Был в составе Общественного совета при МВД по Республике Тыва. В студенчестве Ангырак организовывал спортивные мероприятия, фестивали для студентов, обучающихся за пределами своей родины. Не только для тувинцев, но и якутов, китайцев, в общем для студентов разных национальностей, обучающихся в разных городах. В том числе организовал самый первый конкурс «Мисс Альма-Матер», сейчас «Мисс и Мистер Альма-Матер». После окончания вуза с опытом организации общественных мероприятий Ангырака назначили директором Республиканского центра досуга молодежи. С 2009 года по 2017 занимал должность директора Национального оркестра Республики Тыва. Во-первых, почему ты говоришь, что ты простой тувинский парень? Все мы знаем, что ты вовсе не простой. Что ты с 20 лет, ты мне сказала, да? 21 года. С 21 года ты занимаешь всегда должности директоров, управленческие какие-то. Как тебе это удается? Ну, не знаю, это само собой так получилось. Ну, вообще-то со школьных лет все это. Ну, в начальных классах я был председателем класса, потом в старших классах, когда я был президентом школы, потом, когда поступил в студенчество, он стал президентом Тувинского землячества. Ну, так и все, поехал. Ну, слушай, не каждого человека будут брать на должность директора. Какими-то качествами должен этот человек обладать? Это же в основном, как руководитель всегда за каким качеством выбирает. Ну, чтобы он был хорошим организатором, ну, особенно в нашей в части культуры он должен быть очень хорошим. Организационные такие способности должны быть. Дипломат, да? Да, у меня такого способностей, как я бы сказал, организационных таких очень, я бы сказал, нормальные такие. Сильные. Потому что я со школы, со студенческих лет организовывал всякие разные мероприятия. Сейчас расскажи, чем ты занимаешься. Ты очень много где работал за весь этот период в Туве. Что ты делаешь сейчас? На сегодняшний день я делаю гастрольные туры, больших коллективов. В частности, я постоянно работаю государственным театром песни и танца «Байкал» в Бурятии, их гастрольные туры, концерты делаю. Сейчас, на сегодняшний день, я плотно занимаюсь гастролями нашего театра песни и танца «Саяна». Сейчас у них планируются большие гастроли по городам Сибири и Дальнего Востока. А сейчас готовлю эти гастроли наших ансамблей «Саяна». Что договариваешься с площадками? Да, я договариваюсь с площадками, организаторами, полностью подготавливаю для них площадку, проживание, питание, полностью весь процесс от начала до конца. Скажи, чем отличается менеджер по организационной концертной деятельности от продюсера? Продюсер, некоторые люди ошибаются, когда начинают говорить кто-то этот продюсер, не продюсер. Но на самом деле продюсер от слова же это же продукт. Человек, который продукт делает от начала до конца. Например, песню сочинил, нашел артиста, эту песню, клип снял, потом всю полностью концертную деятельность. Это и есть продюсер, который продукт от начала до конца делает. А такие люди, как мы, это просто мы как менеджеры. Раньше при 90-е, в советское время назывались импресарио, а потом же сейчас появилось новое слово менеджеры, и поэтому все менеджерами стали. Расскажи, как сейчас себя чувствует наша местная эстрада после пандемии? Как-то пытается реанимироваться? После пандемии сейчас ситуация очень сложная. Например, у меня, я на столетие нашей республики готовил очень большие проекты, но пандемия помешала, потому что очень большой фестиваль, дискотека 2000 готовилась,
Там 7 групп должны были приехать, очень известные российские группы. Вот этот же фестиваль должен был состояться и в Абакане. Позже вот все это готовил, но пандемия все помешала. Ну это, считай, большие проекты, а вот у самих артистов сейчас без концерта, ну ладно, концерт, а потом артисты же наши местные, многие зарабатывали вот во время выступления там на свадьбах, там, праздниках. Вот эти свадьбы, праздники тоже не идут, и поэтому сейчас именно вот частным артистам, которые частно выступают, для них сейчас очень сложные такие времена. Потому что вот, например, вот именно вот бизнес, который связан со свадьбами, там, видеографы, да, они же обычно они же заранее деньги берут, предоплату берут, а получилось так, чтобы они предоплату за 2020 год взяли, пандемия помешала. И они все это как бы на 2021 год перенесли. И на 2021 год тоже предоплату взяли. И тут тоже пандемия, и все начали деньги обратно верните. А они же, как обычно, деньги же потратили, как им вернуть. Это очень сложно сейчас. Именно вот видеографам тоже очень много знакомых парней, тоже у них тоже такие проблемы, потому что заранее деньги предоплату получили, а все это изменилось, как бы отменилось, потом передвигалось, а вообще как бы отменилось. Вообще никто не знает, когда вся ситуация нормализуется. У меня тоже перед началом пандемии в прошлом году тоже где-то 16 концертов отменилось. 16? Да, это, в основном по городам России было, это очень такие, как бы, неприятно все это. И поэтому сейчас, пока не знаем, мне сейчас пишут, я же не только нашими тувинскими коллективами, я и со многими российскими, и вот зарубежными коллективами как бы пытаюсь, работаю. И все они мне сейчас пишут, когда, на какую дату запланируем, но я сейчас пока ничего ответить не могу, потому что ситуация вообще непредсказуемая. Им-то что, командам, как бы вот этим ансамблям, там, артистам приготовил, они все согласились, мне-то надо же все это готовить, там, особенно в больших городах надо заранее, за полгода вперед все это делать, зал согласовать, потом аренду, предоплату сделать, потом уже рекламную кампанию начинать, вот Facebook, там, Instagram, таргетированную рекламу. Ты же таргетированную рекламу пишешь, там, им платишь, потом же не говоришь, у меня отменилось, давайте перенесем эту же рекламу туда. Нет, реклама прошла, как деньги оплачены. И поэтому сейчас очень, как говорится, я сейчас долгосрочными проектами сейчас не занимаюсь. В основном занимаюсь просто разовыми такими ситуациями, когда, один там в этом городе концерт сделал, там в другом городе сделал, как бы, ситуация пока нормальная. Просто на месяц, на 2 месяца вот так работаю. А раньше вообще на год вперед все планировали. Особенно большие туры по всем городам, как бы на год вперед все это делается. Много ты денег потерял на это? Денег, даже смысл даже не в деньгах, это просто, когда делаешь вот большие концерты, да, вот когда большие залы как бы собираются, когда приходишь в полный зал, от этого просто кайф получаешь. Просто вот этого, вот такой эйфории, вот такой сейчас нету, просто в обычном штатном режиме вот так все сейчас происходит. Как где зала. публика благодарнее, в Туве или за Саянами? А там это смотря какой коллектив, потому что много ездишь, вот особенно вот тувинская культура, я сразу понял, что спрос на тувинскую культуру именно вот в западной части России очень большой. Спрос очень большой, очень хороший. Но просто сейчас пока из-за пандемии ситуация не очень. Но народ очень так приятно воспринимает. Жаждет, раньше, да? в конце 90-х, как было, Тува скажешь, Тула. А сейчас уже Тува скажешь, все уже знают, Тува, знаем. Корневое пение, там, тувинские песни, там все самые. Вот на Западе, в Америке тоже очень хорошо знают Туву, как бы тувинские песни. Я не знаю, я как бы благодарен нашим предкам, которые для нас оставили вот такое сокровище, вот такие хорошие песни, там, музыку, там, все это. И это получается сейчас на сегодняшний день у нас очень много же групп, которые гастролируют по всему миру, известны наши Алашкин, они же поют все наши народные песни, которые наши предки сохранили. Это благодаря как бы им, нашим предкам, уже на сегодняшнее поколение тоже как бы получает, можно сказать, хлеб. А как ты думаешь, почему тогда вот при наличии такой разнообразной музыки, такого разнообразного репертуара необычного, аутентичного, все равно большинство наших артистов остаются в рамках Тувы и не идут на российскую эстраду, например? Это
Чисто эстрада же это совсем другое вот направление. Это массовая культура, она очень сложная и непонятная. Ну вот, например, да, вот одна песня может вообще выстрелить, а другая песня, вроде бы ты думаешь, очень хорошая песня, но она вообще не выстрелит. Но это никто не может объяснить все это. Потому что это массовая культура, она, как всегда, масса идет, она необъяснима, можно сказать. Ну вот наши поп-певцы, они вот только наши. Ну то есть как бы они по России, их никто не знает. Не, по России В никто чем- не знает. в чем Причина загвоздка? в том, что именно чисто наша тувинская поп-эстрада, мы же, в основном, они же поют на тувинском языке. А тувинцев Ты думаешь, что в во этом всем дело, да? мире, ну, это где-то 300 чем-то тысяч человек. Ну то есть если они запоют на русском, то у них повысится шанс популярности? Да, ну, у нас же очень яркие примеры же есть. Вот девушка Айкыз Кыргыз, которая на «Ты супер» победила, вот Эдмерел Оржик. Ну, таких талантов очень много, но самая главная загвоздка заключается в том, что нужны хорошие песни. Сейчас именно такие под них песни уже надо писать, хороший репертуар надо выбирать. Но сейчас пока с этим очень сложно, потому что это очень большие деньги, хорошие деньги. Песню, вот, например, есть в московских студиях, там одна песня может где-то 3 миллиона, 4 миллиона стоить, потому что потом эту песню надо в студии записать, это огромные деньги, там потом мастеринг делать. Это стоит только текст? Столько? Текст и хорошая песня, от 3 И миллионов музыка, да? начинает. Ну. А потом ты же эту музыку еще должен делать, потом еще аранжировку делать, и потом уже начинать уже раскрутку делать. Вот некоторые артисты вообще поднимаются за счет того, что очень большие деньги вкладывают. Миллионы долларов. Вот, а кстати- у нас, получается, у тувинцев именно народная музыка, получается, никто как бы миллионы денег никто не вкладывал, она само собой как бы это выстрелила. Ну вот смотри, сейчас с развитием интернета же вот это продюсирование, да, вот то, что вкладывается, да, в артиста, вот эти деньги для раскрутки, оно как бы немножечко, ну, отживает, что ли, себя, потому что человек может с помощью интернета сейчас напрямую взаимодействовать с аудиторией и очень быстро дойти до своего слушателя. Нет, самое главное, вот быстро дойти до своего слушателя. Все равно как бы нужны деньги. Потому что YouTube клип ставишь, потом YouTube, чтобы это продвигать, таргетированную рекламу, там же деньги надо платить, что именно там свою аудиторию там писать. Но я сам вот концерты делаю, да, вот, например, вот в Новосибирске или Москве там концерт делаю. Я же сейчас как раньше, как вот бумажные вот эти А3 афиши, там баннеры же не вешаю, все в основном в интернете делается. Там огромные деньги платишь. Я уже со своего опыта знаю, я уже посчитал, вот в больших городах, да, Москва, Питер, вот таких, чтобы одного зрителя, чтобы привести, себестоимость одного зрителя это 200 рублей где-то 200 получается. рублей, да? А вот такие города, как Красноярск, Абакан, вот такие, я посчитал где-то 90 рублей, чтобы привести зрителей. Получается, если ты на 500 человек в зал хочешь собрать в Москве, ну тебе получается, ну 500, ну где-то 100 тысяч тебе надо на интернете, Это на рекламу минимум. тратить минимум, но и поэтому, а вот такие города 50-60 тысяч минимум надо тратить. Ты считаешь, что все равно продюсирование, оно никуда не делось, и оно нужно, чтобы артист был Конечно, более у или каждого менее артиста, успешный, если популярен? вот даже всегда вот так, даже вот в искусстве, да, есть же талантливые художники. Сейчас в последнее время же вот агентов очень много стало, вот именно тех людей, которые живописью занимаются. Они же вот деньги вкладывают художника, раскручивают там, интернете информации дают, где-то на выставку ездят, потом год-два раскручивает, он как бы уже имя, как бы у всех на слуху, и уже начинается вот продажа картин, там, всем это, что это его картина. Сейчас мода же такая. Вот, например, там известный блогер, кто-то там, я купил у этого известного художника там Да. эту картину. А люди, народ даже не смотрят, что он известный художник, такой, если он эту картину купил, значит это дорогая картина, и начинает. А на самом деле вот агент его как бы этому блогеру как бы деньги заплатил, чтобы он эту картину, ну, типа, что показал, что это Да, он купил. да. Но вот такие вещи, и даже не только у артистов, даже вот у людей искусства, там, скульпторов, у живописи, которые занимаются, у них у всех есть свои агенты и продюсеры. Вот особенно я в последнее время замечаю вот такую тенденцию, что именно в России вот живопись, там, искусство, скульптура, вот бурята очень мощно продвигается. Вот даже у нас вот Дашин Амдаков, который у нас Сентрази, который скульптуру сделал, вот у них очень сейчас молодой художник Зарито Дарджиев, очень известный своей его картины, там Путин покупает, кто-то покупает, а всем за этим стоит тоже один бурят.
ну, вроде бы, ну, типа как продюсер или менеджер, ну, Хангалаев его зовут. Он это все это продвигает, как бы выставки делает, потом рекламу делает, продвигает, как бы не только в культуре, там, музыке, ну, везде должен быть любой человек. Даже в бизнесе же есть люди, которые умеют там шить обувь очень хорошо, но они не умеют продавать. А есть люди, которые не умеют шить, но умеют продавать все это. Это все взаимосвязано. Как ты думаешь, в чем феномен популярности Славы Марлоу? Слава Марлоу, ну, я смотрю Слава Марлоу, популярность в том, что я чисто, это мое мнение, он очень хорошие биты делает, очень хорошие. Такая, То есть вот прям вот эта мелодия западает, да? да, это именно не мелодия, даже не мелодия, именно вот биты, которые он делает, вот музыка, аранжировка, вот очень ритм такой необычный попадает там. Ты следишь за трендами ТикТока? А ТикТока не слежу. Я всегда слежу, вот Spotify, ну, смотрю, просыпаюсь и смотрю, там, какие песни на каких местах, ну, тренд какой идет, там, какие стили, там, какая музыка идет, именно в стиле world music, кто там в чартах хорошие места занимает. Что вот для тебя более, ну, и прибыльно, и тебе больше доставляет удовольствие? Это все-таки концерты или это вот какие-то конкурсы красоты? Я думаю, в основном в большей степени, наверное, концерты. Концерты Ну, все-таки, когда да? народ уже как бы этот благодарный зритель там хлопает, там, все это делает, это очень как бы приятно. Тебя это заряжает? Да, и сразу на следующий проект, все хорошо, вперед тогда, только вперед. Артисты же очень много говорят о том, что у них есть в хорошем смысле зависимость от сцены, да, что они очень много берут энергии от зрителя. Ты, получается, точно так же, только не выходишь на сцену. Только на сцену не выхожу, просто за кулисами стою, тоже так, можно сказать, уже принимаешь, как бы. А ты фанатеешь от кого-то? Нет, я не фанатею, а просто люблю слушать хорошую музыку. Ну, давай назовем хотя бы три исполнителя, кого ты слушаешь, кого ты Я любишь. в последнее время, вот месяца два, вот сейчас слушаю, постоянно слушаю. Вот есть такая группа, Хангай называется, они группа из внутренней Монголии, они в 2019 году сделали альбом Хангай Big Band Brass, ну, с оркестром духовым. Очень крутой проект. Я на машине, когда езжу, и когда на улице просто хожу, ну, я всегда в день, ну, минимум там 5-6 песен всегда слушаю. И иногда вот последнее время слушаю, вот последние 2 недели, если сейчас сказать, вот очень хорошая музыка. Вот в кинотеатре в Красноярске зашел, смотрел фильм, это Шанчи, легенда о 10 колесном, вот это идет, который, там музыка очень хорошая была, я сразу телефон захожу, вот Шанчи, там музыка, и от музыки от начала до конца слушаю, вот музыка вот этого фильма очень так классно сделана тоже, вот слушаю. И вот тувинские, именно есть такие вещи, вот в последнее время тоже часто люблю слушать, вот Бададоржи Ондар, наш тувинский, вот песня записанная, ну, песни в Китае они записали, это он записал с китайской группой, аранжировку очень классно сделанная, Челочаны слушаю, вот эту песню повтором несколько раз в день могу послушать. На репите, да, у тебя? Но и она постоянно идет. И такие, ну, слежу за всем, но иногда там в день там чарт открываю там и там чарт слушаю, и все, как бы забываю. А вот эти группы, которые есть, вот наша тувинская музыка, вот, особенно по дороге, когда едешь, когда слушаешь вот, тувинскую музыку, она очень, не знаю, у меня, когда, особенно за пределами Тувы, когда я еду в машине, всегда слушаю тувинскую музыку. И тувинскую музыку, когда слушаю, потому что я же в деревне вырос, каждое лето там чабанское стоянку ездил, там у бабушки, дедушки, сам в деревне вырос, и поэтому каждый раз, когда тувинская музыка, вот именно фольклорную нашу музыку, когда слушаю, у меня начинает нарисовываться вот картина детства. И поэтому ностальгия, и поэтому я люблю мечтать под эту музыку. И еще я очень много слушаю вот именно монгольскую поп-музыку. Поп-музыку монгольскую? Да,
Дело в том, Я даже не что... представляю, как она звучит. Дело в том, Монгольская что поп-музыка. я же очень много езжу там, все вот страны СНГ наши, все объездил, музыка разная, Узбекистан, Казахстан, все много слушал, и мне монгольская вот эта эстрада, она очень сильная, голоса, просто там даже не дело музыка, а дело в том, что вот певцы там, у них очень сильные, голоса очень мощные, я люблю, когда очень хорошо поет, как бы, хорошим голосом. Монгольская популярная музыка и монгольская эстрада, она успешнее, чем наша тувинская? А, Дело в том, что вот, если сравнивать с монгольской эстрадой, потому что монголов в мире их почти 10 миллионов, в самой Монголии живут 3 миллиона жителей, и соседней внутренней Монголии в Китае там почти 7 миллионов монголов, и поэтому, ну, считай, у них рынок почти 10 миллионов, а у нас тувинцев же 300 тысяч всего. И получается рынок у нас 300 тысяч. И поэтому сравнивать монгольская эстрада или тувинская, ну, такого не должно быть. Но по сравнению там калмыками, бурятами, с якутами, ну чисто национальными вот такими республиками, у нас тувинская музыка, я всегда говорю, вот это какое-то чудо, вот тувинская попса. Это вообще необъяснимое явление. Даже сейчас у нас же есть приложение Тува Music. Все скачивают, слушают. Никого нету такого, ни у бурятов, ни у калмыков, якутов нету такого там Якут Мьюзик, который люди деньги платят и скачивает. Якут Мьюзик. Но нету такого. А у нас есть такое, даже есть такое приложение Тува Мьюзик, где люди деньги платят, 75 рублей в месяц, и слушают музыку. И самое главное то, что у нас в Туве, что хорошо, что свои песни очень много народу слушает, потому что в такси сядешь, тувинская музыка. Везде тувинская везде музыка. тувинская музыка. Да. А в других национальных республиках приедешь, такого нету. И все мои друзья, знакомые тоже, когда сюда приезжают, все удивляются. Вообще очень удивительно. В такси сели, тувинская музыка, газель сели, там, маршрутка, там, автобус, тувинская музыка. На концерт пришли, тувинская музыка. Но я говорю, ну, просто народ любит свою музыку. Дай Бог, чтобы другие народы тоже так любили. У некоторых, большинства национальных республик, у них большая проблема вот, именно с музыкой. Народ мало слушает свою музыку. А у нас что хорошо, чтобы свою музыку слушают. И наши вот эти известные певцы, даже в Инстаграме, там 100 тысяч, 100 чем-то тысяч подписчиков, очень популярные. Сейчас тенденция такая пошла, что сейчас очень много тувинцев за пределами нашей Тувы. Вот, например, я позавчера в Абакане концерт делал, я у местных спрашивал, оказывается, в Абакане только прописанных тувинцев 5000 студентов, 700. И не прописан, я не знаю, я думаю, наверное, 1010 будет в Абакане тувинцев. Я даже хакасам местным говорю, ну, скоро, наверное, тувинцев в Абакане будет больше, чем хакасов, они говорят. И поэтому и в Красноярске очень много, в Улан-Удэ, Иркутск, в Сахалине очень много тувинцев стало. И для артистов, вот тувинских певцов, это тоже, с одной стороны, хорошо, у них поле деятельности немножко обширный стал. Тут в Кызыле концерт показали, в Абакане показали полный зал, в Красноярске полный зал, Иркутск, Улан-Удэ, дальше вот такие вот. Это, с одной стороны, это очень хорошо. А вот у других, там, у бурятов, у калмыков, у них такого нету. Ну, а о чем ты тогда мечтаешь? Какой концерт или какое шоу поставить, организовать и где? Вот у меня вот мечта была, как бы давно мечтал об этом, что я в стадионе, ну, собрать большой народ и очень много российских звезд привезти. Стадион Хуреш. Но не одного человека, а там 6-7 групп. Но вот такая возможность была вот этим летом, как бы даже спонсоры появились, которые готовы были вот все это расходы покрыть, оплатить. И вот пандемия помешала. Если в следующем году летом пандемии как бы ситуация нормальная будет, я обязательно сделаю. Я просто понял то, что большинство народа, такое мнение у большинства людей, как бы, ой, что-то сделать, сначала деньги нужны. Но я просто понял, что сначала нужны хорошие идеи, а потом уже о деньгах думать. А у людей большинства, как бы, даже идей нет, все думают, сначала нужны, наверное, большие деньги, а потом там о чем-то думать. Надо сначала идея, как бы, самая главная идея, а потом уже деньги. Коммуникабельность, это очень большую роль играет. Потому что я вот в академии тоже учился, ну, я чисто специальность менеджер шоу-программ. Я считаю, что самое главное, чему меня в академии научили, это уметь разговаривать с людьми, коммуникабельность, как бы заинтересовать людей, как бы это. Даже спонсоров, чтобы заинтересовать, надо уметь с ними разговаривать, а не так просто там им письмо принесли, оставили и ушли.
надо встретиться, там, чай попить, там, поговорить сначала о других темах, поговорить, потом постепенно к этому туда привести. Ну, вот такие очень много нюансов есть. Такие. А вот я часто, очень много у многих молодых организаторов, которые наших, я замечаю то, что один из больших ошибок заключается у них в том, что вот когда ты мероприятие что-нибудь делаешь, да, ты на полную катушку должен мероприятие рекламировать. А у большинства сейчас ошибка в том, что они себя рекламируют в Инстаграме. Вот я делаю такой-то фестиваль. И о фестивале забывает и на первую очередь сам выходит. Это очень многим мешает. А надо на самом деле вот свое мероприятие как бы делать. Я очень много мероприятий делаю и очень много концертов там, или там фестивалей там, за пределами нашей Тувы там, или в Кызыле концерты делаю. Но я никогда нигде не появляюсь, что я типа это я сделал. Я всегда за кулисами. Тихо, мирно, все делаю, все идет, народ доволен, все, для меня это счастье. А у большинства сейчас молодых я замечаю, что у них очень большая ошибка в том, что они прежде всего себя рекламируют, а не свое мероприятие. Вот ошибка в этом заключается. Чтобы хорошее мероприятие сделать, надо очень хорошую как бы, подготовительную работу, очень хорошая у тебя команда должна быть. Вот команда, когда хорошая, и подготовка, когда хорошо идет, там мелочей не бывает, когда большие вот, фестивали или туры делаешь. Любая мелочь, он может повлиять на, вот, чтобы собрать зал. И на поэтому итог, да? внимание надо обращать на любую мелочь. Вот, например, на сцене там где-то там углу грязно. Это не должно быть там, о, это же на сцену не касать. Нет, это тоже надо, чтобы чисто все было, чтобы все хорошо было там. И любая мелочь это может повлиять на все организовано твое мероприятие. И поэтому вот, когда мероприятие или большое там событие, когда делаешь, надо в первую очередь надо о событии думать, о себе надо забыть. А большинство у наших организаторов большая проблема в том, что они в первую очередь себя ставят. Вот я делаю такой фестиваль, вот я делаю такой концерт. Как бы это очень мешает. И поэтому, когда они рекламируют себя, они забывают о своем мероприятии. И там по разным мелочам мероприятие не состоялся, там народ не пришел или такое же, там, народу мало было, или народу концерт не понравился. Там. А у тебя были когда-нибудь ошибки в твоей работе? Ты допускал? Конечно, И как ты относишься к своим вот, промахам? Вот когда проблема меня касается, да, я всегда ищу проблему внутри себя. Я всегда думаю, я где-то там что-то не так сделал, и поэтому эта проблема коснулась меня. И поэтому ошибок тоже очень много, вот когда концерты делаю. И поэтому с каждым разом сижу и анализирую, где я ошибся, где что-то не так сделал. Вот тут, например, вот оказывается, можно было и в этой гостинице договориться, а не в этой гостинице. Ошибка была в том, что вот эта гостиница, как бы, она немножко чуть-чуть дорогая, а вот эта дешевле, можно было тут с ними договориться. Вот, например, чтобы кормить артиста, можно было в этой кафешке договориться. Эта кафешка готова была, оказывается, типа на полсуммы, и то половины, чтобы рекламу им сделали. Но очень много нюансов таких. Уже с каждым годом все больше делаешь, и опыта много становится, и на свои минусы уже смотришь. Минус в том, это надо научиться, вот этому надо научиться, вот этому надо научиться, оказывается, вот это самое главное. И каждый раз после каждого концерта я сижу и анализирую себя, где я ошибся, где-то что-то не так. Даже когда полный зал, хороший, там все очень классно прошло, я даже сижу, все равно себя анализирую, что что-то я не так сделал. Например, там свет должен был хороший свет, я, наверное, там скупился, там чуть-чуть дешевле, чтобы другой свет поставил. А можно было даже не скупиться и этот хороший свет поставить, потому что на следующий раз, когда этот проект придет народ, все сразу хлынет, типа вот такое. Ну, вот такие ошибки. Или там в этом городе надо было, оказывается, в этом зале, этот зал по сравнению с этим залом не очень-то престижный, и поэтому надо было в престижном зале сделать. Ну, такие ошибки. А что тебя может расстроить? Я вообще по жизни человек такой оптимист. Меня очень, как сказать, сложно расстроить. Даже как там на большой минус иду или там что-то где-то прогорело, я даже не расстраиваюсь или там слезы, там, все, ты куда-то. Я всегда уже смеюсь, как бы это уже понимаю, что что расстраиваться, что делать, все равно же ты сам виноват.
Проблемы внутри себя. У большинства проблема в том, что они всегда ищут козла отпущения. А я козла отпущения всегда не ищу. Я всегда ищу проблемы внутри себя. Значит, я где-то не так сделал. Значит, я сам виноват, что этому человеку обратился. Этот человек меня подвел. Как бы. А я никогда этого человека виноватым не делаю. Я всегда думаю, это я сам на это внутри что-то не так сделал, чтобы эта проблема меня коснулась. О чем ты жалеешь в жизни? О чем жалеть? Ну, жизнь, она такая, ну, я, в принципе, ни о чем не жалею. Хоть большие проблемы были там, ну, в принципе, ни о чем не жалею. О чем жалеть? Я почти половину мира объездил, везде, где побывал, там, с разными людьми общался. О чем жалеть? Прекрасные дети. А чем гордишься? А слишком так тоже не горжусь. Там некоторые говорят, ой, я очень горжусь тем, что это. Я в этой части человек такой, я очень много сделал. Очень много фестивалей провел, там даже люди не знают, что такие-то мероприятия это я проводил. Твоих рук дело, да? Моих рук дело, но я просто нигде там грудь не бью, что это я сделал. Ну, для меня достаточно того, что есть люди, которые, несколько человек, которые знают, что это я сделал. Вот этого мне давай достаточно. назови хотя бы одну или парочку каких-нибудь мероприятий, которые ты провел, и за которые вот, ну, у тебя прям... Вот один из таких, наверное, это чисто мой проект, который я все от начала до конца придумал, когда был еще студентом. Это вот сейчас очень известный конкурс «Мисс» и «Мистер Альма-Матер». Это ты? Это мой проект. Вау! Это, ну, в принципе, все организаторы... Корона такая выросла. Большинство молодежи уже знает, что это я все это организовал. Ну, люди, обычные люди-то не знают. Ну, зачем? Мне достаточно там 3-4 человека, которые знают там, Класс. на самом деле, кто придумал все это от начала до конца, кто как сделал, чтобы это... Ну, я очень радуюсь, вот, потому что каждый год меня же вот, в жюри приглашают на «Мисс и Мистер Альма-Матер». Ну, конкурс, он как бы стал сейчас один из самых главных, который молодежь весь год ждут. Да. И поэтому просто очень радуюсь, когда в жюри сижу, что, ну, моя рука тоже коснулась вот этого. Ну, твое детище, получается, да, по факту, Да. оно растет, развивается и И живет каждым до сих годом пор. оно живет до сих пор и живет. Почти каждый год все ждут, как бы уже с каждым годом она. Потому что я очень хорошо помню, самый первый конкурс я проводил, когда тогда не «Мисс Мистер», просто «Мисс Альма-Матер». Я умолял, ходил к девушкам, да, которые, вот, например, из Абакана, пожалуйста, давай выступи за Абакан. Там. Все такие, ой, как там. И первый, когда конкурс сделали, у народа просто шок был. Потом второй конкурс уже все как бы уже пытались. Сами. Там, а сейчас уже все же выбирают, в каждом городе свой отборочный тур проходит. Ты видишь свое будущее через 10 лет? Какое оно? Да, я вижу, я свое будущее вижу через 10 лет. Ну, так же, как и сейчас, буду, наверное, вот этими концертами, вот, организация там, событий там заниматься, потому что я уже сколько лет, ну, можно считать, уже 20 лет этим занимаюсь. Раньше и молодежной политикой занимался, все молодежные вот эти, не старт-тинейджер, там, мисс, студенчество, там разные песенные конкурсы, уже все проводил тоже. Тебе не кажется, что тебе надоест это? Нет, когда ты любишь свое дело, она никогда не надеется. Вот это самое главное, что ты должен любить свое дело. Вот у меня также, я счастливый человек в смысле в том, что когда даже вот работа, где я работал, да, эта работа мне доставляла удовольствие. Как бы, это как бы мое хобби и моя работа, но они друг друга дополняли. Как бы. Вот последние несколько лет я же работал, поднимал Тувинский национальный оркестр. Вот с ними работал, это тоже как бы как начинали, я помню, там инструментов не хватало, там костюмов не было, как ходил там все это дело, потом гастролев не было, концертов тоже не было, а сейчас уже коллектив, уже почти можно сказать, один из самых известных коллективов в нашей Тувы. И тоже я горжусь тем, что работал в таком коллективе. И до этого тоже разные коллективы, всегда старался, мне интересно было как бы новое что-то делать. Как ты думаешь, вот из-за того, что настолько сильно интернет проник в нашу жизнь, не изменится ли форма концертная через 10 лет? То есть
Может, люди вообще перестанут физически присутствовать на Не-не-не, концерте? физическое присутствие самое главное. Вот видите, в прошлом году, как пандемия началась, у всех опыт начался там, прямые эфиры, там, прямой Онлайн-концерты, концерт, онлайн-концерты. Но да. это сразу поняли, что это не для зрителей, как бы это не очень хорошо, и для самого выступающего. Ты сидишь там, играешь, там никого нет, просто камера. Энергообмена А нет, нам да? самое главное, энергообмен должен быть. Живое выступление – это всегда живое выступление. Никогда не хотел переехать куда-то за границу или в другой город России, вот на постоянное место жительства? Нет, потому что и бывали, я месяцами как бы уезжал. Даже вот 3 недели живешь там. Я даже один раз жил 3 недели вот в президентском люксе. Где? Это в Харбине было, в Китае, по приглашению там Министерства культуры Китая. Это президентский как бы дворец, там 11 таких домов, ну как бы гостиниц президентских. И там приглашенный каждый как бы у меня как бы свой как бы гостиница, дом, да, как бы. Ну, как бы гостиница, но она двухэтажный дом, это отдельным забором, всем этим охраном, всем этим. И у меня своя там вот этот, который убирает, стирает, готовит. Горничная? Ну, 3 недели вот так жил. Но я сразу понял, что это не мое. Почему? Ну, потому что, не знаю, все равно такая тоска по родине уже начинается уже. Вот вы не представляете, у тувинцев есть такое, что я часто заметил, вот когда на гастроли, долгие гастроли ездишь, да, вот народ через неделю-две уже все домой хотят. Хоть условия, 5-звездочные отели, все хорошие условия, все равно тоска по родине начинается у тувинцев. Но я с другими ездил, как бы у других нету такого, но именно у тувинцев, С чем это связано, как ты ну, я думаешь? не знаю, вот тувинцы, они очень любят свою землю. Я не знаю, может, на космическом... Сила вот таком- Земли? Может быть, но такое... Получают Особенно даже от неё. девушки, вот как даже девушка, когда смотришь, ну, они не показывают это, но они уже, когда там недели-две проходят, из-за того, что хотят домой, начинают плакать. Из-за того, ну, хоть там 5-звездочный отель, хоть все условия хорошие, но все равно домой хотят. Вот я вот такое необъяснимое явление, у меня тоже такое, хоть где там живу, но все равно домой хочется. Анграк, спасибо тебе, что пришел, рассказал, поделился опытом. Я все-таки надеюсь, что у нас будет благоприятные обстоятельства, Да, я тоже обстановка очень надеюсь, для что- того, чтобы твои задумки, твой масштабный проект все-таки свершился здесь, в Туве, а не где-то за пределами. И Ну, я чтобы тоже всегда местные стараюсь- люди, да, увидели Стараюсь, это всё. чтобы доставить удовольствие зрителям. Вот это самое главное, чтобы зритель получил от этого. Классный девиз. Но вот это Доставить самое главное. удовольствие зрителям. Очень люблю, когда за кулисами стоят вот так, там, через эту дырку вот так смотреть, как народ там хлопает, там радуется после концерта. Вот это самое главное. Очень такое хорошее удовлетворение доставляет. Вот это когда смотрю, народ довольный, хлопает. И после этого у тебя как бы энергетика появляется. Еще на будущее прыгай, ой, надо это делать, это делать. Класс. Я вообще очень редко встречаю таких людей, как ты, которые просто вот оптимисты до мозга костей. Ну, я такой человек. Ты такой человек, супер. Спасибо, что пришел, спасибо большое. Ну. Классно.